Кто не знает, что отток чеченцев в Сирию был осуществлен в соответствии с истинным исламом, основанным на Коране и достоверной сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а не на вашем каком-то либеральном, демократическом, европейском и так далее, подрусском каком-то исламе. А истинный ислам, гарду. Саляма ибн Нуфейль рассказывал: однажды я сидел с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха ему. И какой-то мужчина, о посланник Аллаха, люди отпустили своих лошадей, сложили оружие и сказали, что нет джихада, и война закончилась. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повернулся лицом и сказал: они солгали. Сейчас пришло время сражений, и не перестанет группа из числа моей уммы сражаться за истину, и отвернет Аллах от них сердца некоторых людей. Шудушуныш, пользуясь случаем, подчеркиваю, это вот про вас сказано здесь. И отвернет от них Аллах, от них сердца некоторых людей. И отвернет Аллах от них сердца некоторых людей. То есть, и не перестанет группа из числа моей уммы сражаться за истину. То есть всегда, во все времена будет группа, которая будет сражаться за истину, делать джихад на пути Аллаха. И отвернет Аллах от них сердца некоторых людей. Это о вас идет речь, вот о вас, которые сидят где-то в Европе, в памперсе у Христоса, за пазухой, которые сидят под русскими где-то, да, там, под Щукиными в Дагестане, в Чеченской республике, где-то под Путиными. Это о вас идет речь. В Турции, под этим Ататюрком, в памперсе у Ататюрка, который. Это о вас идет речь. И отвернет Аллах от них сердца некоторых людей, и пропитание их будет захвачено ими. И пропитанием их будет захвачено ими. И так будет до судного дня. Пока не... То есть все, что они будут захватывать, вот это и будет их пропитание, и их как бы экономика, их бюджет. И так будет до судного дня, пока не придет обещание Аллаха. То есть пока до судного дня, пока не придут вот эти знамения, там, Махди, Иисус Христос, Аль-Бурак, короче, и Кикимора, короче, Леши и все остальные с даджалями. И в конях есть добро до судного дня. И Аллах внушил мне, что я скоро покину этот мир, а вы последуете за мной группами, бьющими друг друга по шее. И центром мусульман будет Шам. Понятно вам, да? Центром мусульман будет Шам. Здесь так и сказано. Вот этот Шам, который в Сирии, Ираке, Фластелину, там, Израиль, часть они туда записали еще. Вот это они называют Шамом. И это будет центром мусульман. Здесь вот тебе предписали в хадисе Ахмад 4104, Ан-Насаи 3561, Ибн Хаббан 1617. Хадис достоверный. Ас-Сильсиля Ас-Сахиха 1935. Идете и проверяете там вот этот хадис. Это достоверный хадис, который... Не ваша болтология какая-то, не ваши вот эти... Исяма, все, цакалодите, ахвал, короче, цана лимпопо. Хуис, короче, мечайер царох, кузай, Руанда, короче, колодите, ахвали, туда-сюда. Уганда, Руанда, короче. Тига, колодите, ахвали. И это не про... Это вот про вас как раз. Вот здесь сказано. Про балаболов всех, которые просто болтают. Вот про вас здесь сказано. И отвернет Аллах от них сердца некоторых людей. Вот это вот про вас. Все, кто отсиживается. Кто болтает и не понимает, с чем он столкнулся. Что вот это нужно каким-то образом что-то с этим делать. Либо вы должны переосмыслить вот это все и ввести мы должны какой-то чеченский там ислам или я не знаю, какой-то чеченским названием его назовите. Давайте выработаем, все сядем
Илла, билла, если нам нужно, вот религиозное предписание, вот это все, только не вот такое, которое здесь. Вы же все равно не следуете. Зачем это? Вы не будете этому следовать. А другие 14 тысяч их закинут туда, и они последуют. А вы будете сидеть и дальше балаболить. Сейчас хуюется уж. Поэтому или давайте выработаем вместе что-то. А жалар тилает еще что? Это можно, это логично, это в духе нашего народа. Давайте вот это примем. Вот как я 72%. Хилла, 0 хилла, короче. Но все, чтобы вот так 100 принимать, вот это все, вот эту гадость, это невозможно. Вот такая ситуация. Поэтому не знали вот эти люди, они не, сегодня даже вы, вот ваххабиты, которые лазите здесь, отпустили эти бороды, там, надели на себя арабские халаты, вы не знаете, вот за этим вы не следуете все равно. Просто балабол, шмандушу. Вы не идете за этим. Ты ходишь там по пятницу на Рузбан, где-то еще для какой-то, для собственного там удовлетворения, да, что ты как-то откупился там перед Богом, туда-сюда. Но здесь же предписано по-другому. Если ты это не принимаешь, а вот это принимаешь, а другому говоришь, а ты это принимай, а вот это не принимай, оно так не работает. Что-то надо делать с этим. И все вот эти люди, поэтому вот эти беды с нами и произошли. Вы нормальный народ, который попытался вырваться из русского, извиняюсь, члена, как они оговариваются по Фрейду, короче. И из этого, из плена, там, заложников каких-то отпустили. И оговорились даже, вот как я сказал, назвали это вот так, по Фрейду оговорка. Постоянно чеченский плен, чеченский плен, чеченский плен. И вот так, как я, оговорились потом, итоги. Из вот этого русского плена вырваться, чтобы наш народ хотел вот так вот двигаться, понимаете? И вот эти непонимание, вот то, что вы дал Бог, да дези, шаркант гайх дези, фунадин гайх дези, вами полностью попользовались. Вот эти идеологи, как Темишев, Удугов, Халимов, вот эти идеологи, как Джамаль Гайдар, как Дугин, как Хринагаудин из Дагестана, которая сейчас сдохла вот недавно где-то в арабской этой. Габнюк натуральный с 80-х годов. Вассалату, вассалату, салат. Никто не знал, что это за салат тогда. Вот эту тему, вот это, вы сейчас продолжаете, кто дебилизирован, дальше вот этому следовать. И с этим что-то нам надо делать. И вся наша проблема, вся наша общая, что мы по сей день не понимаем. Лэмаз да дези, мархаб дези, цаунядинак дези, хайдюзул ах далушфу отснаук уахшу, а завтра ты не будешь его контролировать. Ты его сам родил, взял, выродил, свою жену мучил, 10-9 месяцев она там ходила с этими проблемами, да, там постоянно. Ежарга торцаум, выродил это, потом ходили, короче, его воспитываете, там, ему шанцай на цуне оверч, кокште гуат оверч, ходите, ва исляма, бушуль бхильвезар, ламаз, марха, дадез, и отдаете это проститутке Путину, который его потом использует через Темишевых, через Джамаль Гайдаров, через Удуговых, через всех вот этих идеологических сук исламистов. И потом в итоге делает его пехотинцем и использует в Сирии где-то, чтобы выиграть свои геополитические позиции, чтобы выбить их назад. Использует на других каких-то фронтах. Будет вас закидывать. В нужный момент в Европе будет вас активизировать. Ваших вот этих, я не знаю, домочадцев. Изюгар проблем, изду вайн главный, вайн хузат Джахар Дудаеви, цахуна цердак шиц, интересный яц. Джахар Дудаев героя вухузмилла онкар лахта, Темишев онкар хуата, чегатер чурца, писюк яц, то за хвостики шлело шо Темишев яц, сунах так хервац. Джахар Дудаев хилол тагуй, я кибол чаря хервац.
Джохар Дудаев уже все, вы как бы вверх ногами не стояли, его имя. Ты каждый раз, когда вы будете его негативно упоминать, вы сами себе в задницу стреляете. Не просто в ногу или в голову, а в мягкое место. Дудаев, Ашмел, вы абсолютно тягахиц, и вообще измениться нечему. И Дудаев идол Вацхуза, он нафиг нам здесь никому не нужен. Это уже мертвый какой-то человек. Но его геройство в том, что он заложил фундамент государственности. Все Темишевы, Удуговы, вы, ваши там, кто сейчас вот его на него говнецо кидает, ваши отцы, матеря, все оппозиционеры, вы все ему подножки, которые делали, он через вас всех переступил и заложил этот фундамент. И государственности фундамент заложил. Просто сейчас, если дальше война мы продолжим, у нас есть весь этот фундамент, все в этом его геройство, и свою жизнь он на это положил. Как бы вы там ни говорили, аж если кто-то считает, что он для кого-то идол здесь, или там какой-то здесь нету никаких идолов ни для кого. Просто констатация факта. Вы герой, вы. Заложить или фундамент, масерги хачичув, бехвал чавек, дайса уч, пампер, шала юзин, дайс идери, ца идар, веллари цунаука, веллар, факт ю. Все, ты с этим никак не поспоришь. А если ты так уж и хочешь дальше, если вы хотите там его дискредитировать, повторяюсь, как вон в другом чате мы говорили, идете, выпытываете Аллу Дудаеву, где захоронен его труп. Даю там, я не знаю, каким-то образом, или Идигова подкупите, или кого-то еще. Идете в Чеченскую республику, находите его могилу, достаете эти кости и засовываете себе в одно место по горло. А это никому не интересно. Идол Яцит, он ничего не идол. Просто здесь констатация факта происходит, мы констатируем факты. Все, пока вела, дистрилла, то здесь у нас лекция целая. Давайте желающие еще по теме. Аллах цавуйцыга. Фарго. Пока желающих нет, вот кто-то поднялся. Таган цахум хасун, я цахумам хасун, таган Дудаев Джахар ват. Хервей лиелуа штол хумдуй таган. От Дудаев Джахаро лиелуар да царх. Хер хумдуй. Таган дуй цурам дуй цахун я денак бинад. Хер улк дац. Хер бiyuhal kiyeg ya khosti лет. Даю чунах цакиеч, хаю чунах цакиеч. Халх на тот период дам цакам дарвей. Ца нормально гарча, ца хадую цук киеч, шен худи язахуш. Этаган хох ситуация, хер урта киегош кузада, ца дадичи, хадичи, хох ди хареш, си хареш, еш ду халуилш, да? Шаш хули ло цакиеч, короче. Хер чо хал ишта, ханюшунар, хал ситуация. Хер хума ишта. Хох юка ха, хох хума нойнак васти юш. Вайн хузмост хотя юш разник, и пелкш уйчпеш олшу хаздается. Нам это не нужны. Война хокул хан наоборот, наяквастал диез. Херул мета деякин, хернох чугул кат, цанларен чухуат диешту. Войя сам чуа уа ситуацию. Таган лешли наш народ один из самых бесправных народов в мире. Абсолютно никакой, ни перспективы, ничего нету. Нас сегодня используют в авангарде русского международного исламского терроризма. Я его называю, как есть, своими именами. Кто бы там что ни думал, кто бы там ни... Я могу это сказать, я себе это позволяю. Мне уже там деваться, терять некуда, да, потому что у меня и государство
полностью лишили. У меня и народ, он куда, что здесь еще хуже нам, да? Я понимаю, там какие-то государства, которые боятся попасть под русскую, короче, раздачу, да, они, его представители не хотят вслух многие вещи выговаривать. И это правильно. Но нам сегодня терять нечего. Мы поэтому называем все своими именами. Русский международный исламский терроризм. Это их полностью разыгрываемая козырная карта русских. И мы сегодня, чеченцев, стоим во главе этого русского международного терроризма, поставили нас, чеченцев. На нас сделали, возродили вот этот вот исламский мир весь, исламистский мир, я бы сказал, да, и на нас вот это вот полностью отыгрывается. Из-за наших жертв, из-за нашей борьбы, преподнося ее как борьбу там за веру, как борьбу за ислам, нас как каких-то этих исламистов, короче, там и так далее, вот эту всю нашу тему, ее использовали, чтобы сегодня возродить вот эти вот настроения и потом, скажем так, манипулировать там дальше вот этим делом и так далее. То есть мы, чеченцы, должны каким-то образом там осознать это все и не дать себя использовать. Мы не должны быть объектом манипуляции. Никаких петухов не слушайте. Ни меня не слушайте, ни здесь наших других соратников, которые наши единомышленники, не слушайте. Сами проверяйте. Вот я что-то сказал, другой что-то скажет, третий что-то скажет. И делайте из этого правильные выводы. Не слушайте этих петухов, ряженых вот этих попов, да, исламских. Их нельзя вообще слушать. Это самые ничтожные. Про них не зря, не даром про них анекдоты были в чеченской среде. Постоянно их как каких-то опущенную часть, да, какую-то мерзкую, какую-то негативную часть общества. Вот в таком виде про них делали анекдоты. Самые надменные, самые лицемерные, короче. И все в этом духе, да. То есть, поэтому вот этих вот религиозных деятелей не слушайте никто. Можете просто сами пойти, все проверять, все вот это вот изучать, да, и сделать потом сами четкие выводы всему этому. Вот издувайн важно, что проснуться, пробудиться, вернуться к своему национальному самосознанию и потихоньку такое, если это пробуждение произойдет, потихоньку идти к консолидации, чтобы мы все на местах, где бы мы ни были, чтобы мы были полезны и государством, где мы находимся, да, и свой национальный интерес его выдвигали на повестку дня. То есть, потому что с этим что-то надо делать. И всем миром нам нужно помочь. Весь мир нам должен помочь, чтобы избавиться от вот этого международного исламского терроризма, автором которым является Русня. Где бы мы ни были, они преследуют нас вот этой идеологией. И нам нужно, мы сами не сможем. Сначала часть общества сама лез, и она должна инициировать то, чтобы нас не перестали они использовать, и привлекать к этому какие-то силы, да, там, у которых есть вот этом мире. Короче, бях мобил, шалистал. Вистхол воит официал воит такие. Дикейлер Джадикойлин, Левресел Баркл, Вистикайл Масе, Дикейлер Ибрем, Дикойлин Дин Камелдер Дон Шекоюч. Тенс акамел дечана ойле шворсодон жумю хайша от системы чувства волчана, вот когда я еще находился и конституции ичкери бохунца как таково серьезно я не воспринимал, да, он дальше все дон сакаран и сунах это цакариат дешендаться, да,
Конституция, вот это все как бы даже не второстепенно. В целом, это воларс, он шех, уважать вещь тега, шех умных вещь тега, адам хердать, это на цавешер вас. Сутя шеку ястон. Угар хал шех умных, шех уман дахала гурта, шех умлар деш, имел жол хотталах. بيوه بياخدل دلا حلقة يبدين ورجع دون قيتا تون داخ وتحجويز كاجدي نك تخن الله قيت لهم الله دون هوك شوها مصو شوادويش دون حاستا دون جو دون إديغو تاني خليول تيم ياترش دون جو заинтересовать зацепить венерсу от схумноды дон третья часть хали шария церия колсом бацер цигра и тигабен яцун лазик дон кето хумда сончо интересно да и та документ лега дисанцедисна вообще дон штативно шерц вот пока обсуждаем вот хаттер сей задать тебе Ибраим. Документ, шадда, что хуайга доцу, идига, вига, до, хуайга, доцук. Все эти документы есть. Подлог идига на лицо. Сон хазма хазария душ бош дегама яхвега хелч хани и полностью дом опармели, что я мотор через волица дешму видите. Да, и они нечетко сработали. Вот как русские напрямую, да, эти через этих здесь сработали, а там по-другому напрямую, вот с рязанским сахаром, как топорно сработали, да, и запалились. Вот так же и здесь сработали топорно. И они ввели, да, они незаконно ввели. Да, они сделали подлог в Конституции, и его даже сделали неправильно. И двигал, охешуй, он хазар дала, баунар, лох тагвала, это просто возраст, ситуацию, но что харцу ли лоши, харц ли лини, харцу ли лини. Тагана, хинс хочу ададуич мандуй, мы же это все разъясняем. И сегодня вы, вот все пенсионеры, старики, вы все это четко должны, вы должны были вот это говорить, а не мы здесь. Это должны были вы разъяснять все. Но вы пытаетесь одним враньем скрыть другое вранье, потом следующим враньем, следующее вранье. И вот так вы постоянно врете. И вот когда вы делали подлог, да, подлог в Конституцию Чеченской Республики Ичкерия в 96-м году, вы его сделали топорно. Вы собрались, кучка лиц, да, сговорившись. Вы посягнули на статьи, которые должны были меняться только через референдум. И попытались это еще, ты же знаешь, да, хундой здесь, ты и разные момент, но там вы конкретно, как бы помягче это сказать, облажались, короче, я скажу, да? Ибраим, я бы не стал бы подбирать потому слова что когда таким. вы сделали этот подлог, вы изъяли из 4 статьи 2 пункт, а также ввели 5 пунктом, у вас там так и прописано. Вернее, 6 пунктом у вас там так и прописано. Вы ввели, что государственная религия в Чеченской Республике является ислам. Вот делая этот подлог. Потом ты, зная, ты и вы там, кто вам подсказывал, вы зная, что ни один документ это не является, скажем так, действительным, да, если он не оглашен. Если им не проинформировали общество. И ты взял где-то, вы взяли на газетке у себя где-то пропечатали, это напечатали. А потом
Вам вот эти Дугины, видимо, Джамаль Гайдары, о чем вы молчите усердно? Кто вам этот тон задавал? Это не твоя идея, Идигов. Потому что государственная религия ислам была попытка ввести еще первым парламентом, который разогнали, и где тебя не было. Ты уже тогда ушел оттуда. И этот первый парламент пытался ввести уже это там. И они знали, что это ничтожно, что это должно только через референдум вводиться. И вам он тоже... присутствовал, Ибраим, он присутствовал в парламенте, когда это делали. В 93-м не было его. Не было его в 93-м. Был. 92-го года был. В 93-м его там нету. Он тогда ушел в команду с Дуда. Тогда у них начались волнения, и этот парламент его увлекли в работе на русню. А Яндербиев и там 10 их, по-моему, депутатов, они тоже, короче, выразили свое как вотум недоверие и ушли в команду с президентом, просто ему помогать там. А вот этот парламент они освободили, короче. И потом, когда начались волнения, и вот этот со стороны своей стороны президент его распускает, короче, либо приостанавливает. Я сейчас этот документ, нужно его найти. Фракция без разницы. Без разницы. И народ, когда выходит его разгонять, этот парламент, вот эти волнения, когда начались, 17 числа начинаются вот эти митинги, да, и 20 быстренько они прописывают туда государственная религия ислам. И второй пункт, никакая идеология не может быть установлена в качестве официальной идеологии в государстве. Этот пункт там не это уже дальше, вот Идигова они добавили. Но они там еще один пункт, религиозные объединения отделены от государства. Вот этот пункт они даже на газету не распечатали, понимаешь? То есть в газету они пропечатали, что, еще раз повторяюсь, в Конституции так и сказано, документы, которые типа не оглашены, не даны огласки, короче, не являются действительными, являются недействительными, короче. Поэтому они пытаются это все юридически там подковать. Хотя они ничтожны изначально, потому что они уже на основополагающие законы государства залезли, короче, и без референдума где-то в состоянии войны, потому что у нас последний солдат только 31 декабря 1996 года покидает. Они это делают во время военного действия, посягают на Конституцию, что категорически не является действительным. И в этот момент они как бы, скажем так, максимально пытаются это узаконить, да? После вот этих... Ну, слухай, на легитимность, реакции. Абсолютно там ничего легитимного нет, но они пытаются, да, смотри, они пытаются это сделать легитимным. Они даже прописывают это в газете какой-то. В этой газете они, то есть они, чтобы потом козырить, да, чтобы потом доказать, что, видите, это было введено и через, короче, в массы это было опубликовано. А законы не опубликованные не считаются действительными. Поэтому они это опубликовали где-то, но сделали это неправильно. После того, как они опубликовали, они поняли, что самый главный пункт они не убрали оттуда, что религиозные объединения отделены от государства. Секуляризм они оттуда не выкинули, понимаешь? И тогда они просто тупо задним числом его оттуда из своей конституции вытаскивают, нигде не публикуя. Их можно понять, потому что Хост, Дог, они на скорях все это делали, это понятно.
А с Болшля Гама Там, единственный пробел, где они могли вообще там набрать 20 голосов, это в 18 статье, это где там 20 голосов или более 20 голосов нужно собрать, чтобы там парламент мог... не 20, не 20, две трети Да, голосов. две трети там где-то образно база считается. Где единственное отступление, где там могут без референдума, понимаешь? Но я элю момент дебат с Идиговым, что они уже были нелегитимны. От с момента полностью и карточный домик вот это вот разрушает. И момент. Он со мной, он сразу соскочил, он чувствовал то, что я сейчас говорю. До этого момента он не дал дойти. Сразу почувствовать дырцой, что мечты Понятно, Хажла, все остальное он может крутить и вертеть. То есть он может там отмазываться от этого как угодно, но от этого он не может отмазываться. Знаешь от чего? От 6 пункта. Давайте я сейчас вам Конституцию сейчас открою. 62 статьи. Так, зачитываю. Статья 4. И вот смотрите. Ну, Гордею, всю ее читать все равно нет смысла. Вот смотрите, 2 пункт. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной идеологии. То есть государственная религия ислам, а это есть идеология, она не может устанавливаться в качестве официальной идеологии. И чтобы установить государственная религия ислам, нужно убрать этот пункт. А Идигов, господин Идигов, вот Фарго не даст соврать, спорил с нами, что ислам это не религия, это не идеология. А мы тогда еще не знали, что вторую вот эту они изъяли. Вот то, что я сейчас зачитал, никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной идеологии. Мы не знали, что в Идиговской вот этой подложенной конституции вот этот пункт изъят. И мы, опираясь на этот пункт, везде говорили, что как это может государственная религия ислам, если никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной идеологии. И господин Идигов начал писать, ислам это не идеология, туда-сюда. А потом мы узнаем, что в его конституции этот пункт вырезан. То есть господин Идигов врал нам, зная, что ислам это идеология. И не убрав этот пункт там, они бы не смогли бы это ввести, государственная религия ислам. Петя, ты помнишь это, Фарго, или ты подзабыл уже? Да, я подробно помню. У нас же даже скрины есть этого. У нас же скрины есть, где он пишет. Да, у меня есть. Была. У меня скрин есть, где он говорит, что ислам это не идеология, чего вы путаете. Оказывается, вот этот пункт у него уже не было в Конституции. Мы же тогда не знали это, потом что пункт, оказывается, И теперь смотри, вот этот пункт у них убран, и потом 5 пунктом введен, то есть 6 пунктом введено, что... Давайте я лучше зачитаю, чтобы не ошибаться. С его газетки. Идигов, Ладвола, вот слушай. Ох, того, говорит. С первого раза вот общество и не поймет, что там произошло. И тонкость, и пункт, и абзац, сразу китарбас, это надо разложить, раскладывать, объяснять. Вот смотрите. Статья 1 вот этого закона, который они там приняли. Сейчас я с газеты читаю. Закон Чеченской Республики о внесении изменений и дополнений в Конституцию Чеченской Республики. Это они публикуют в газете.
То есть выдержку. Они пытаются соответствовать Конституции, что они огласили, дали огласки вот этот закон. Газета вышла тиражом 1000 газет, 1000 штук. Да, представь. Ну ничего, все равно. Все выкупили они сами. Все равно нам пофиг. Смотри, дальше читаем. Статья 1 вот этого закона. Внести изменения в дополнение в Конституцию Чеченской Республики. В статью 4, часть 2, исключить. Часть 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной идеологии. Вот эту часть они исключают. Дальше, в статье 4, часть 6, в статье 4, частью 6, изложить в следующей редакции. Ислам является государственной религией Чеченской Республики. В республике каждому гарантируется уважение его взглядов и верования, а также свободное оправление религиозных обрядов, религиозных культов. Вот это они говорят, что ввели в статью 4, часть 6. Зайдите в Идиговскую конституцию и посчитайте, какой по счету вот эта вот статья, как в 4 статье, кто уж тут самый ушлый, да, попробуйте, зайди на его сайт Ичкерия.инфо, и там ввести в поиск Конституция, и в его Конституции посмотрите, вот это вот Чеченской Республики ислам является государственной религией. Стоит ли она в 4 статье 6 пунктом? Вот здесь так и прописано в газете. Статья 4, часть 6. Открываете 4 статью. Он же не Смотри, отписал. открываете 4 статью и смотрите 1, 2, 3, 4, считаете. И 6 статьей должна вот это стоять. Я это проверял. Там она не стоит 6 пунктом, 6, в статье 4, частью 6 она не стоит. В Идиговской конституции она сместилась на 5 позицию. Знаете почему? Знаете, почему она на 5 позицию сместилась? Она не 6. Вот здесь они прописали в газете. То есть они пытаются легализовать свой этот подлог вот тем, что публикуют. Потому что второй пункт после уже изъяли, потому что вот это у них путаница произошла. Нет. Они там на месте 2 пункт изымают, уже его нету. А 6 пунктом будет теперь вот это. То есть нынешнее издание, да? Нынешнее издание, здесь 6 пункт должен быть вот это. Подтасовки речь, да, это понятно. Запутать. Да, он и был 6 пунктом, он и был. Но дело в том, что там оказался еще один пункт, самый главный, который им мешал. Это пункт, что религиозные объединения отделены от государства. То есть это подчеркивает секуляризм государства. Даже если бы ты ввел государственная религия ислам по закону, да, не как они топорно, а через референдум, если бы мы законным образом ввели бы этот ислам, он не становится все равно частью государства, потому что вот этот пункт, где сказано религиозные объединения отделены от государства, он не допускает, чтобы ислам вмешивался в государство, понимаете? То есть на понятном для цивилизованного мира языком эта статья говорит, церковь и государство разделены. Поняли вы, да? Да, и это идеология, и второй пункт, очень туда важный. Не уходи, подожди. Государство и церковь разделены. Вот этот пункт говорит. А здесь нету в газете про этот пункт вообще ничего.
в Идиговской газете, где они опубликовали, здесь Бус- нет ничего. А Бисен, когда ты бишен, инче, заходишь, наготин, хабалин, когда ты голосовать бой, заходишь, мовили царь. Мавесо перебивать, когда ты заходишь в Идиговскую конституцию и смотришь, у тебя вот этот пункт, который шестым должен быть, они же здесь сказали, в статье 4, часть 6, изложить государственная религия ислам. Ты смотришь Идиговскую конституцию, а он почему-то на 5-й позиции. Это что такое? Ты не понимаешь. А потом смотришь в оригинальную конституцию, а там сказано, что религиозные объединения отделены от государства. А потом возвращаешься в Идиговскую, ищешь, там этого пункта нету. Они его изъяли уже после этого, после того, как вот этот второй пункт изъяли, Вот, шестой да. вписали, опубликовали на газету, потом им сказали, дебилы, там, Дугины, Джамаль Гайдары сказали, дебилы, вы самое главное, секуляризм государственный, вы церковь и государство у вас не разделены, у вас разделены, короче, вы должны это убрать оттуда. Они что делают? Тупо, короче, выкидывают вот этот вот пункт, и поэтому у них государственная религия ислам смещается на 5-ю позицию. Кретов, Идиговская, теперь зайдите, у них статья 4, часть 6, вообще другая часть. А вот эта часть, государственная религия ислам, она стоит 5-й по счету, не 6-й. Но он же не отрицал, что они сделали это. Да, той части, которая сказано, что религиозные объединения отделены от государства, ее вообще нету у Идигова. А на газете не опубликовали они, что она изъята. Вопрос вообще стоял в том, что негативно ты никуда не сделали или денешься. нет. Это твоя ахиллесова пята. Как бы ты ни уворачивался, как бы ты ни врал, как бы ты врал, баги, охстагик баги. Из-за лартяхум дацис. Но ашли логу вообще лартяхум дац. Хинца одуматься, опомниться. Цадинахаш, представь. Вот уже вох дахте на душу, таган дал духал дахчи. Цак сетсвейрвал положение, я что. По сей день вы этим занимаетесь, понимаешь? Ибрahim Хаттер, да, коч хватуэр терцой. Он не отрицал годовой прошлостью еще дебатчери, именно когда ты начал его зажимать, именно легитимности, нелегитимности, и там статьи там в газете, то, что их распустили и так далее. Он не отрицал, что они изменили, а он открыто сказал, там не хватало голосов, разбудили людей, там привезли, мы проголосовали и изменили там, да, как бы. Да, они сделали топорно то, что нужно было сделать там за месяц, да, там в Ахен с полной канцелярией. Они это все сделали топорно, понятное дело. Но вопрос, на мой взгляд, стоит в том, что вот эта легитимность, видите, на тот момент, когда вот эти даты, когда они говорят, что они изменили эту конституцию, он не отрицает это. Он там прямо говорит, да, это мы сделали. И что? Потому что имели право. Два третьих. Нет, смотри, еще раз повторяю вам, Они пытаются там изворачиваться, типа депутаты мы были, мы имеем право, мы, короче, понятно, что это во время войны нельзя, но он может там как-то, типа, был подписан уже договор, там, потом депутатов какое-то количество было, бош, он врет там тоже, да, стигаться, количество из депутатов. Даже и депутат, или шолшбац. Но там он все-таки пытается каким-то образом изворачиваться. Вот в нашей дискуссии он это как раз и делал. И вот смотри, как бы он ни изворачивался, от вот этого момента ему некуда деваться. Вы не поняли, я поэтому это сейчас разъяснял. Да мы-то поняли. Потому что они опубликовали в газетке вот этой своей, что изъяли пункт 2 и 6 пунктом ввели государственная религия ислам. А пункт, в котором сказано, что церковь отделена от государства, они изъяли уже после, задним числом. И от этого, Идигов, тебе никуда не деться. Понимаешь? Второй момент, от чего тебе никуда не деться, Идигов,
Это от того, что 43-я статья, в 43-й статье ваш парламент, уже второй парламент, опираясь на вот этот твой подлог, ты же считаешь подлог действительным, Идигов, правильно? Смотри, Идигов, ты считаешь, что ты сделал вот этот подлог, что он не подлог, что это вы действительно сделали. И отталкиваясь от этого, для меня он подлог, потому что я смотрю с точки зрения права, с правовой стороны, не твоего подлога. И для меня это подлог. И вы на основе этого подлога уже во втором парламенте принимаете в статье 43, делаете изменения, в которой прописано, что гражданин Чеченской Республики имеет право исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой. Теперь то, что вы сделали там, основываясь на вот этот подлог, повторяюсь, для меня это подлог, а для тебя же это не подлог, это же для тебя законно, и вы взяли в этот 43-й пункт, ввели вторым парламентом, что в Чеченской Республике каждый гражданин имеет право исповедовать религию в рамках ислама. Или в соответствии с исламом. Как там правильно было? Подождите, давайте я сейчас специально открою его конституцию. Никто не расходится. Ну, типа в рамках ислама что-то такое там было. В рамках ислама ислам можно проповедовать, бая. Нет, любую, абсурд, ладуа, любую религию можно исповедовать, любую религию, только в рамках ислама. Ща ислам моя в рамках ислама дома исповедовать еще, что он дается только из-за ибн. Свободен, не уходите. Смотрите, так, ладно, я сейчас ее не найду. Короче, Сабурдел все-таки я сейчас... Ну и он в сути, Ибрахим, все равно там разница. Ну да, короче, в государстве... В рамках... Смотри, в оригинале сказано, еще раз, четко, 43-я статья, оригинал. Смотрите, статья 43. Свобода слова гарантируется. Граждане Чеченской Республики имеют право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, исполнять религиозные обряды и вести любую другую, не противоречащую закону религиозную деятельность. Вот этот момент, не противоречащую закону деятельность, это тоже там и нету. Там чисто сказано, свобода совести. Граждане Чеченской Республики имеют право исповедовать религию в рамках ислама или в соответствии с исламом. И что есть? На основе ислама. На основе ислама. Все-таки придется ее найти сейчас, подождите. Ибрахим. Чтобы мы не балаболами не были. До культура хотя бы газет содержание, то, что они нелегитимные. Мы что дают, до того дать еще и моменты. Сейчас. Пешватсон, фарго. Так, смотри. А вот статья 43. Конституция гласит теперь новая. Граждане Чеченской Республики имеют право исповедовать любую религию в соответствии с исламом. Все. Свобода совести гарантируется. Исполнять религиозные обряды или любую другую религиозную деятельность, не противоречащую закону. Из-за полностью все убрали и оставили чисто граждане Чеченской Республики имеют право исповедовать любую религию в соответствии с исламом. Идигов, почему в твоей конституции этой статьи нету? Почему ты оригинальную оставил? Вы же в парламенте. Вот то, что вы делали, подлог, это менее... Подлог, который вы сделали, это менее законен он. Он еще больше незаконен. Ваш подлог, который вы сделали, топорно, он вообще незаконен, да? Он
вообще там нету ничего законного. А эта статья 43 уже принята вторым парламентом. Она тоже, мы понимаем, что незаконна, потому что, не переступив через этот подлог, ее нельзя вот так изменить. Она так не меняется. Но если этот подлог считать действительным, то она считается. И для тебя этот подлог, он не подлог, Идигов. Но ты почему-то статью 43, измененную вторым парламентом, которую ты считаешь вот этот подлог законным, после этого, переступив через это, ну, вернее, идя в ногу с вот этим, ты должен прийти к статье 43 и принять ее, то, что ее приняли, и записать ее в свою конституцию. У тебя ее нету. А я сейчас читаю закон парламента, где парламент говорит, что парламент ЧРИ внес изменения в пункт 1 статьи 43 Конституции ЧРИ. Это уже задним числом даже говорится, да? Вот этот 4 февраля, после того, как президент ввел полное шариатское правление, ваш парламент 3 февраля президент 99 года, президент Масадов принимает полное шариатское правление. 4 февраля вы в парламенте принимаете вот это постановление. То есть аннулировать вот этот закон Масадова. И тут же вы пытаетесь понравиться исламистам и говорите, что с самого начала действия парламента, с первого дня своего функционирования действия парламент Чеченской Республики Ичкерия посвящена приведению действующего закона в соответствии со священным Кораном и Сунной пророка САС. И вы хотите потом сказать, видите, парламент ЧРИ внес изменения в статью 43. И вот так вот вы объясняете, что мы еще там принимали этого. Видите, мы же соответствуем шарикату. А у тебя куда она делась, эта статья 43, Идигов? Почему ты лезешь назад? Каким образом ты перепрыгнул и назад туда залез? Теперь смотри дальше. В этом же документе сказано. В статье 95 Конституции ЧРИ, которая гласила, судебная власть реализуется путем оправления правосудия, дополнена словами «на основе норм шариата». Зайдите в Конституцию Идигова на его сайте Ичкерия.инфо, зайдите в 95-ю статью и посмотрите, почему Идигов не соответствует принятую парламентом на основе норм шариата. Почему у него в Конституции нету этого дополнения? А? И почему у него нету? Он шар цадиез Идигов, шар диешмау. Почему ты это не прописываешь в своей Конституции? Будулак, что шар диешубага Идигов. Ще Конституции чуа. Чуязе хунцаволаш, 95 статья, юшун, проверить, на основе норм шариата. Идигов, все, Закаев, все, Закаев вообще плагиатчик, у Идигова своровал Конституцию. Почему у вас не прописано шариатчики? Вы что, против шариата, что ли? Квершхирма, да? Что вы же здесь шведские столы, мувахидов собираете, террористов, здесь с ними говорите, что устанавливаете шариат. Что квер, что кафиршах, я не пойму. Да вы же сидите даже, Жалимусу, он Закаев говорит, прямо в лицо, короче. Вы очень хорошо все сказали, я вас благодарю, но нет, мы хотим шариат. Ты же там сидишь, говоришь это на весь мир. Хагунт куершу, гартилец, 95 статья, что? Шай Конституции, что? На основе норм шариката. 43 статья. Граждане Чеченской Республики имеют право исповедовать любую религию в соответствии с исламом. Вот что я здесь, у вас вы фальшивые, у вас половинчатые конституции.
Вы наполовину в Конституции оригинальной, наполовину вот с подлогом идиговским. То есть то, что Идигов участвовал сам в подлоге, он это принимает, а то, что Идигов, наверное, там не согласен был с парламентом или как-то, чтобы вот эти статьи, это вот так у тебя, Идигов, работает. А Закаев, ты вообще плагиатчик, берешь, у него своровал. Вообще недополненную конституцию. На основе норм шариата. Статья 95, повторяю еще раз, кто не слышит. Судебная власть реализуется путем отправления правосудия, дополнено словами на основе норм шариата. Это документ парламента, который говорит, что мы это дополнили еще раньше, не в 99-м, а еще раньше, в 97-м или 8-м. Сейчас вы здесь просто хотите понравиться исламистам, типа Масхадов вел шариат неправильно, полное шариатское правление. А мы, видите, мы же вот меняли и конституцию, и на основе норм шариата делали. И здесь вы вот этот документ 4 февраля 1999 года приняли. Но у тебя в Конституции, Идигов, этих двух статей в новой их версии нету. У Закаева, который у него списал Конституцию, тоже нету. А шулилду, впишите это быстренько. Вы что, кафиров боитесь, что ли? То есть она редактировалась до 2002 года, да, получается? Я так правильно понял? Она редактировалась до 1999 года. Не знаю, в 99-м она еще редактировалась, но до 1999 года она могла редактироваться, пока не началась война. Но она могла редактироваться в соответствии с законом, с самой Конституцией. Однако то, что они здесь принимают на основе норм шариата суды, статья 95, оно недействительно, потому что наша 4 статья, в ней сказано, религиозные объединения отделены от государства, то есть государство секуляристское. Во 2 статье никакая идеология не может устанавливаться, во 2 пункте 4 статьи. То есть у нас светское государство. Ибраим, если принимать подлог Идигова, то тогда, да, вот это правильно, до 99-го, все, что дальше, до 90-го. Кто принимает идиговский подлог, Идигова, Индербиевский, 96-го года, вот Закаев же его принимает, Идигов его принимает. Все остальные, кто его принимают, вы должны до 99-го года все поправки в свою конституцию вписать. Значит, статья 43, где сказано, что граждане Чеченской Республики имеют право исповедовать любую религию в соответствии с исламом, должно присутствовать в ваших конституциях. А также статья 95 на основе норм шариата. Судебная власть реализуется путем отправления правосудия на основе норм шариата. Вот так у вас должно там. У вас нету такого. Почему? Идигов, почему? Закаев, почему? Кто еще там? Сулейман Если Идигов, например, начал, и он открыл эту дверцу, да, вот, дав возможность последующую редактировать эту конституцию, только благодаря тому, что они сделали, если они редактировали дальнейшие, вот, которые редакции происходили, целые спецоперации, это можно признать вот официально, что это была целая спецоперация, начиная Ты с... знаешь, что ни одну поправку они не ввели в пользу народа, в пользу каких-то экономических перемен, в пользу каких-то социальных устройств, услуг. Абсолютно ничего. Ты знаешь, все поправки, они вот такие-то. Разложение Побольше ислама.
Разложение. Да, Разложение побольше внутри. ислама. И знаешь, почему эти поправки побольше ислама там приняли? Потому что вот этот подлог, о нем никто не знает. И парламент, второй парламент вообще не понимал, от чего отталкиваться. Вообще туда собрали людей, и они даже не знают, на что. У них конституции нету. Идигов вот эту свою конституцию затарил себе и даже другим не дал. И никто даже не знает, Вот, где статьи. да, вот кто за ниточки дергал, вот мы ищем вот эти вот ищем. Цендер Баарас, Фарго, я хотел бы на самом деле, вот если есть такая статья или там какой-то документ, который подтверждает, что их легитимность не являлась на тот момент, когда они говорили вот в том чате дискуссии. Нет, такого ты имеешь в виду какой-то конституционный суд, решение, вердикт суда. Такого Нет, мы не можем. даже просто приказа вот президента на тот момент Джохара, да, который распустил их, например, вот как Ибрагим говорил, если подтверждение того, вот, если мы можем привести, это можно было обнародовать. Я просто подчеркну оригинальной конституции, оригинальной. Они вообще никто не знает. И даже идиговская вот эта, которую он подтасовал с Яндарбиевым, с другими, короче, вошел в сговор. И даже этой конституции, если кто не знает, повторяю еще 10-й раз, даже этой поддельной конституции у депутатов нету. Вон, у Хусейна, у других спросите, даже эту конституцию затарил Идигов. И еще Идигов, знаете, что делал? Хусейн рассказывает, они там месяц-два тратят, чтобы ввести какой-то закон, например, закон какой-то жилищно-коммунальный, там какой-то, не в Конституцию, а вот такие законы, короче, государственные. Ну, обсуждение там. Не в Конституцию, а какие-то не конституционные законы, короче, закон президент дало, и он вводит какой-то указ, да, там, то есть парламент подготавливает, дает президенту, он это заверяет, короче. И вот такой, чтобы ввести какой-то там закон, они там месяц, там пару месяцев согласовывают с министерствами, туда бюрократическую вот эту работу ведут, да, там туда-сюда. И представь, у нас только 2 года свободного государства. В 97-м произошла инаугурация президента и выборы в парламент, а в 99-м уже в сентябре месяце началась вот эта вторая. Там 2 года с соплями. Вообще время нету, да, ничем заниматься. И в это время, короче, Идигов согласовывают там с министерствами, хотят ввести какой-то закон, там месяц-полтора прошло, заверили, оттуда получили ответку, потом отсюда, туда-сюда, президент там заверил, туда приняли этот закон в парламенте, Идигов халауаты, этот закон еще первым парламентом был введен. И все на него начинают охреневать. Короче. То есть, и диверсионно было мухербу, короче, все специально манипуляции шли люрбах, кто тебя, да? Как личная конституция, как будто бы. Да, типа, я знаю все законы, они у меня здесь. И он назло, типа, шухуза учу, соухуза главное, шунума цага сунха бошсан, да? И ханёш. Потом он незаконно был министром иностранных дел. Если кто не в курсе, Идигов, тхунха он хохиллай. По Конституции, ты же здесь сидишь, гарант Конституции, которую ты подлог сделал. По Конституции не имеет права представитель одной ветви власти быть чиновником в другой ветви власти. Одновременно две должности в разных ветвях власти ты не имеешь права занимать.
А тебе сделали исключение. Подрывной, диверсионный, шлел до дела. Успокоиться, дирдацерте больше. Ты был и депутатом одновременно, и Дигов, и министром иностранных дел. И за полгода министром иностранных дел ты вообще в свой кабинет даже не зашел. 2 года только у нас время было для государства. Министр иностранных дел должен был, как вот русская лошадь Лавров, ездить по всему миру со всякими индейцами, у которых одежда это рог, с ними встречается, там, с ними там, поклоняется, ходит, там, цапли у него какие-то за спиной, не дают ему интервью давать, короче, чирикают там. Везде ходит. Ты должен был ходить на Запад, везде, завязывать отношения. Ты полгода там просидел. Вообще в кабинет даже не зашел. Другие полгода проститутка Удугов, исламистская, заняла должность Министерства иностранных дел и точно так же вообще ничего не сделала там. Самые ответственные, то есть, которые должны были инвесторов привлекать, завязывать отношения. Полгода один просрал, вторые полгода другой. Из дейцинш, хадийц, это говорите, Джахар Дудаев, велвац, дин, уцава, веш, шубо, шварюга и Дигов. Ты ходил и людям, бедным людям, которые на бессрочных митингах уходили против Масхадова там, ты ходил и им говорил, что Джахар сейчас вернется, с Радуевым ходил. А Радуев говорил, я насо Джахари маракет. Только что я Джахара обнял и пришел, бандит Радуев вот это говорил. Знаете, почему он говорил? И еще клялся, валлахи, клянусь Аллахом, я сейчас Джахара обнял и пришел. И бабушки там бедные стоят, покажите его нам, в свое время он вернется. Ему вот так вы врали людям. А вы знаете, что делал Радуев? Сын Радуева, у него имя Джахар. Он его пойдет, обнимет и приходит, этим клянется. Клянусь Аллахом, я сейчас Джахара обнял, иду сюда. И Дигов, хомоу излиелен, шухулиело шушу. Ходите, вы вот это рассказывайте. Расскажите все косяки ваши. Вот это я сделал, здесь я дурью маялся. Извините. Вот здесь я Дугины мне бабки дали, еще кто-то, арабы там, чтобы совместно там, Лубянка, чтобы мы вот эти поправки сделали. Мы боялись, нас сказали, что ликвидируют. Расскажите это. Если вы боитесь, Абу Муслима вообще где-то под корягой сидит. Абу Муслим, да кайдышсинг, алишсинг, хауот, дейтесь хоть 10% что-нибудь расскажите. Да, если вы боитесь, хотя бы записку предсмертную там оставьте. Я такой-то, такой-то. Я, короче, меня на бутылку, сказали, посадят. Я поэтому оставляю вот эту записку. Чистосердечное признание. Вот здесь нам заплатили, вот здесь мы ввели какие-то подлоги делали. Вот так вот, короче. Мы боялись, нас сказали, убьют нас, там, наших близких. Даже если на тот момент, даже если он являлся легитимным, чтобы вот это вот все делать, это все равно, я считаю, что народ может это переиграть. Потому что народ имеет право не принять тот закон или иную конституцию, если это не их выбор. Если там по ихнему там культуре или быту, если не подходит, они могут это как бы не принять, на мой взгляд. Там по многим пунктам, да, играем здесь и движение юцига. Потом военное положение юица, российские солдаты не вышли, нельзя делать такого. Потом это раздел 1, государственное устройство. Это раздел 1 номер 1 Конституции. Это государственное устройство. Основы конституционного строя. Да, конституционного строя. Вот это не какой-то там пенсию поднять или там налог понизить, поднять там. Это не то. Это государственное строй. Ты чем будешь делать? Ты будешь христианин
ты будешь марксист, ленинист, Да, ты вот будешь смотри, буддист. первые статьи Конституции, они не подлежат, то есть вот в этом основном разделе ты не можешь их менять без этого, без Это народ референдума. должен решать. Почему? Да, почему? Потому что вот смотри, основной вот, например, статья, да, что народ является властью, у нас демократическое государство. Ты берешь, вот собрались депутаты, сколько их там, 60 штук или сколько. Вот собрались они и пишут, короче, в Конституцию. Так, давайте, мы все принимаем. Самые главные в стране будут депутаты. Они могут есть живьем людей. Они могут, короче, они все цари. Все остальные их рабы отныне. И нам, царям, короче, нужно двойные надбавки, короче, и все нам будут поклоняться и платить дань, и будут кланяться, когда возле нас будут проходить. Это основной закон государства, он так не работает. Ты не можешь это сделать, потому что ты должен привлечь референдум. Ну, я грубо это привел, но ты не можешь из этого государства сделать какой-то, я не знаю, Чебурек. да, это какой-то этот. Ты не потому что это основополагающие, основные законы. А вот это там какие-то, там, например, пятидневку, короче, вести какую-то. И то, короче, вот в западных странах, когда какие-то эти вводят там, сколько-то часов надбавляют в неделю и так далее, выходят, чай, уличай, далоти, короче, протест чеш. Ну, вот так вот это, короче, работает. То есть какие-то не основополагающие, да, не такие основные законы, да, государственные, они могут, это и есть, короче, работа парламента, вносить эти поправки, этим заниматься, но основные законы государства, которые отвечают за государственный вот этот вот полностью курс там, короче, оно так не может работать. Там нужно, это можно было бы по закону сделать, понимаете? По закону, да ишмаю, привлечь людей, так, давайте государственную религию ислам ведем, вынести это на общее обозрение, объяснить, какая версия ислама мы хотим государственным вести. Если мы ее ведем в государственном, будет ли у ислама возможность контролировать это государство или управлять им, или как это будет? Аяты рассказать, какие Да, там. про аяты рассказать, про изнасилование замужних женщин. Это все нужно вот так же полностью разложить, народу это показать и потом сказать, вы готовы это принять или не готовы? Хотим мы вот так или не хотим? Ну Какая вообще в корне какая версия? Да, в корне какая версия ислама государственная религия? Хадживирд, суфизм? Да, суфизм и ваххабизм это злейшие враги. Если Идигов и Яндарбиев, они ввели там государственная религия, ислам, суфийскую версию, то ваххабиты, вы вообще знаете, что вас нужно из-под дивана вытаскивать за волосы и вам рубить крест-накрест? Потому что в суфийских преданиях вот так и говорится, что ваххабитов, бородачей придут эти, их за бороды из-под дивана будут доставать и отрубать им. Этот государственную религию исламу ввели Идигов? Или какой? Объясните нам хотя бы. Хотя бы сейчас объясните, какую версию ислама, как государственную религию вы нам ввели. Да, Ваххабизм? а то получается как ты... Да, вы ввели его, допустим, они ислам ввели ваххабистский, да, или суфийский, и потом часть населения утром просыпается, а к ним уже забежал ОМОН и за волосы их из-под дивана вытаскивает. И он не понимает, почему. Он говорит, что... обнародовать, да, вот это все вот эти мутки, которые, начиная с Идигова, которые он говорит, что они сделали это легитимно, как бы, и законно, да. Вот с этого момента, если есть там контраргументы, что все это было фикция к этому преступлению, я бы вот с этого начал на самом деле, потому что это... я считаю, что...
сама Конституция, это и есть документ, который говорит, что они нарушили этот документ. То есть сам документ подтверждает, что он нарушил. Не, я это знаю, я просто, вот Ибрагим понимает, что я говорю, то, что там есть 18 статья, которая, типа, дозволяется депутатами 2-3 части, что могут внести поправки. Понятное дело, что не настолько кардинальные. Нет, две трети. Нет такого. Не так. 2/3 депутатов, когда принимаются какие-то законы, не обязательно это конституционные какие-то поправки. Когда вводятся какие-то законы в государство, в министерство принимаются какие-то эти, то там должно быть 2/3 депутатов голосовать. Без референдума, правильно? Без референдума, да. Но вот это не основополагающее. Про что он говорил. Это не основополагающее. Про основополагающие там так и прописано. Наиболее важные законы государства, куда юридически входит первый раздел Конституции, основополагающие. Юридически это входит полностью, основополагающее. Первый раздел входит в наиболее важный закон государства. Это не может делать депутат. Депутаты не могут делать. Там так и прописано. Наиболее важные законы государства выносятся на всеобщее голосование, в скобках референдум. А имел статью? Так. Если на память не знаешь, что он король, Ибрагим, не надо вот сейчас. Точно, Юныч. Раздел 1, последняя 16 статья. Момент, что интерес, важный момент, чтобы вот оперировать, вот загасить вот таких вот, ужиш санду, скользкий тип, дебат, что прям вот ты поясни, ты обоснуй, цепляться, дящий, увиливать, дящий, и потом в итоге слился. А вот это вот моменты очень важны. Ну, конечно. Конечно. Он долго спорил о том, что ислам это не идеология. Религия. Вообще, он наглую себя надменно ведет, и вообще, короче. Типа, вы холопы боксом, да, вот настолько, да, и мы сделали, да, нам не хватало там 3-4 человека голосов, мы их там разбудили, привели, боже, да, еще дерзить те, что он. О том, что там вот преступление государственного уровня, вообще, да, это шек таваться к этому. Вообще, мелчо, штилец, еще даже если бы эти депутаты были легальные, законные депутаты, даже если они поправки, которые бы они принимали, они были бы не из основополагающего раздела, даже тогда они не имеют права трогать Конституцию, пока последний русский солдат находится на нашей территории. Пока последний русский солдат находится на территории Чеченской Республики, мы находимся в состоянии войны. Последний солдат 31 декабря 1996 года посадили на вертолет Хусейн Исханов. Последняя кучка солдатья с ними на вертолет сел, и чтобы им безопасно было до Афганистана. Последний ушел техникой, афганцы последнюю технику, которая из России, из Руснявой, из Афганистана выходила, они ее долбанули и отправили на этот, как Вендетта любит, на концерт Кобзона всех этих солдатьев. Вот это. Эти боялись, что мы тоже такое сделаем. Думали, что мы тоже афганцы, там вот такие подлые, там не будем это соблюдать, там последний вертолет возьмут, долбанут. Поэтому, они в качестве этого там с собой Хусейна выпросили, чтобы он с ними сел в вертолет. И
до границы, да, Баган, его штабана, короче, Горвисна. То есть, хотя там Хусейн тоже небезопасно для него это, там мог быть и любой провокатор оказаться, да, который долбанул бы. Ну, речь не об этом, речь идет о том, что последняя солдатье вышла 31 декабря, бухты Лотюан, Ölash, Дицин, короче, Айски, бухты Лотюан, Эрбер, Буй, туда-сюда. В какой-то мере эти, короче, предания какие-то, они там, честно говоря, в этой ситуации совпали. И вот это как раз там пошел снег, и бухты Лотюан, короче, последний на вертолете русский состав вылетел. До этого, пока русская солдатня находится на нашей территории, мы в состоянии войны, которая может опять просто приказы дадут, давай стрелять, и все, она начинается. А эти вот поправки Шубошек, прям вот в то время, да, военное время это произошло? Да, они вообще не имеют права. Вообще, ни в военное время не имеют права. Да, вот. Ни депутатов там нету законных, ни кто-то не имеет права посягать на основополагающий, то есть на наиболее важный закон государства. Никаким образом там. Это потом топорно подлог, который сделали, да, вот эта часть опубликовали, а потом это взяли... Это 94-й или 95-й был, Ибрагим? Это 96-й год. Ицабас, вот когда Идигл там вносил эти поправки со своей свитой. 96-й год. Это первая русско-чеченская война. 6 августа операция, Муяр операция название. Оригинал. Нулевой вариант. Оригинальное название, нулевой вариант. Оригинальный, нулевой вариант. Это потом специально, короче, уже постарались там, джихады, хрингады, боже. Нулевой вариант изначально. Но это в стиле Масхадова, да, потом там уже, видимо, вот эти Халимовы там и так далее постарались, в Темишево, через Халимовых, через Удуговых. Постарались, чтобы ее переназвали джихад. А в оригинале она нулевой вариант. И вот это, то есть обнуление вот этих 300 или 200, короче, дух уже с мысли я сбился, что-то хотел сказать. Во время войны да, 96-й год, августовские события, русских вынудили поднять белые кальсоны. Когда они массово начали сдаваться и уже посылать свое руководство, которое не могло им прийти на подмогу, быстренько пришлось прилететь Лебедю. Представь, вся русская армия в Чеченской республике поднимает белые трусы и кальсоны свои. Перед всем миром они полностью, пока это не произошло, быстренько прилетел Лебедь и объявил перемирие на 5 лет. Вот этот чувак, вот они собрались, да, получается, и все это... Да, и пока эти процессы происходят, быстренько Яндербиев бежит, там, с Идиговым делают этот подлог, и на инаугурации Масхадова Яндербиев перед всеми говорит, и видео, Халах Езаруй, где-то оно было, блин. Yüzden bu sol paçalık dayılla şehir, короче. Koç bu sol paçalık dayılla şehir. Заминировать его, конституцию. Да, быстро он обработал это. Думал, что его там президентом выберут, а его вообще послали там. Масхадов был более, короче, для всех на эту должность приемлем. Басаев, он как бы военный, Яндербиев вообще никакой, потому что народу не интересен он был. Тем более с его этим уже склонностями к шарикату. Исламский порядок у Дугов. Вообще там какой-то 0 с колышком, короче, какие-то процентики у него там. Her sonuçta интересно, Да. Через Гибню и Арбу Хабалин, Абу Сейфи, Абу Гунядана Ши с хрустящими долларами приехали.
11 ноября они начали вот эту диверсию. Не дожидаясь даже утверждения парламентом, уже начали сносить административные суды, шариатские устанавливать, вводить Да, это да, все. вот Сулейманов, Джамбулат, про него можно говорить. Не можно, а нужно говорить. Вот собраться всем вообще крутым, короче, спикером, вообще двойносальтовым, всем собраться. И сейчас вот Джамбулатов, который лезет в ПАСЕ, полностью про него разъяснять, собирать у себя в группах людей и говорить, чем занимается Джамбулатов, чем занимается Темишев, чем занимается Удугов по сей день, чем занимается Халимов. Об этом вот сейчас ныне действующих, про вот этих вот идеологов, про них надо говорить сейчас. По-моему, у них контора Да, одна. они хотят на Дудаева все скинуть и почиститься. Вот общей картине хадж, да, и вот как будто вот контора одна. Один подготавливал, другой подхватывал к этому, двигался дальше, сахолится, как какой-то в американской футбол уж сандаться. Друг другу пасовали и вот до этого довели. Если вот как начнешь вот за одну ниточку, как клубок, да, и начнет развязываться. Не, просто Дудаев, Сын- что он говорит, он сам вот всем, короче, не русне вот это, потом всяким этим исламистам, ну, они как бы исполняющие обязанности русских. Самой вот этой костью в горле это был Дудаев. Вот после того, как они его ликвидировали, все, там уже начинается полный шариат. Вот после его гибели. Потому что это не Масхадов был и не Яндербиев был. Он был реально сильной личностью. Во-первых, он был образован. Во-вторых, возможно, даже во-первых, он с этими и русскими, и нерусскими, он вырос среди них. Он знал их менталитет, нутро полностью. С ними не проходили вот эти вот игры всякие. В этом плане он был жесткий. И, соответственно, он не шел на эти компромиссы, всякие вот эти ухищренности. Сундербауэ, Хадюль, вот С кто ним там они не смогли участвовал. как бы закон. Свидетели вот эти. Да. Свидетель, бахтевая, хальдин бисан, нах, бой, Сундербау, Хадюль, кто-то там что-то знает, другой что-то еще знает, другого у кого-то документ есть. Цуцуген, Хальнах, Абу Муслимовы, Кюбеш, депутаты, дух мабар власти, чиновник, Юха Хаиш, Адуль, Иштхадис, Харахалла, Ука, Харахалла, Хец Абу Сейф, Хаве, Цига, Харахалли, Шариат, Хачу, кто шариат туда притащил, кто за ниточки, кто финансировал, через кого шло, откуда литература тысячами книг и литературы на русском языке. Крепость мусульманина, райские сады, туда-сюда, Дагёкшин. Откуда это все? Что это было? Это же не один человек это делал. Это колоссальная работа там проделана. Дух Нахмамуцига задействован. Ну, кто-то же должен быть в курсе, вот, Хадюля, Хадитиш, пока вот мы все не подохли тут. Да, Фарго, я с тобой согласен, то, что такие же простые, обычные люди, как мы, обманутые. По-любому и очевидцы были, и щега. Письмо здесь, киях здесь, по-любому щега. Просто самое важное, знаете, вот что для нас самое важное, это то, чтобы доказать, предъявить, да, все существующие какие-то вот эти моменты, доказательства в том, что
русские стоят за вот этим внедрением в нашу среду международного исламского терроризма. Вот эти все аргументы, какие-то факты, какие-то доводы, они очень необходимы. И о них как раз-таки могут знать вот эти люди, которые были связаны с Джамалем Гайдаром, с Дугинами, с вот эти у Дугином, проститутка, да, с вот этими всякими вот этими исламистскими там, бабками, с этими исламами. То есть как это все, через кого работало это дело, вот какие-то тонкости, да, откуда бабки были у этих идигов, задолженности, что и хагулбен депутач убош. И распуститься, дынца, она под коряга, инбол, и на абац всю войну. Ушхабахкин, когда вы привели бывших депутатов, которые всю войну просидели под корягой где-то, и когда вы незаконно вводили вот этот подлог, якобы с их участием, с вот этих депутатов, и им выплатили, я по 2000 говорил, там говорят по $5000, да, за должность. За должность, так называемую. За что за должность? Алло, это распущенный депутат, который вообще никакого участия не принимают во время войны. Убежали, бросили свой народ, где-то сидели под корягой. Вы их собираете, и чтобы они проголосовали, даете им по $5000. Кто эти бабки, кто вас профинансировал для этого? Вон Багалову, который в Америке, Махмуд Багалов, который не согласился с вот этим принятием ваших вот этих подлогов. Ему вы не дали задолженность, так называемую. Только тем, кто с вами вот это вот преступление совершил. Откуда у вас были эти бабки? $5000 за голову? Это большие деньги. Ты что, свои кровные там раздавал? Откуда вы взяли эти финансы? Это важно, это очень важно всем вот чеченцам, кто в будущем привлечь вот наших всех вот этих обидчиков, убийц, палачей наших. Нам очень важно доказательства вот эти вот все предъявить, там, международный суд, огласить это. Да, объяснить, что это была диверсионная работа российского вот этого государства. Доказать это. Да еще дух уже 5-й год пошел. Муаббеч, Адюль, Хадиц. Вот нас, там вот некоторые тут личности там что-то нас попрекают, откуда-то у нас какие-то документы, мы на кого-то работаем, суперсекретные документы у нас всегда какие-то. Объясняю для непонятных. Все документы, вся информация, которую мы тут озвучиваем, публикуем, они в открытых источниках. Для всех обычные открытые источники. Мы просто нужно этим заниматься, искать их, да. стараться, да, усердствовать, на этом пути пытаться, выложиться. Они пиздоболить, извини, бяхмобилэш, просто уже задолбался сидеть здесь. Просто мы берем с открытых источников. Да, документы берем с открытых источников, их сопоставляем, их тысячами, сидим тут, работаем, анализируем какие-то там, как эти Шерлоки Холмсы тут. А это было тут нас обвиняют, как будто у нас якобы нам кто-то передает какие-то документы. Откуда, чего? Нам было бы намного легче, если бы люди эти все вот появились бы и нам принесли документы, свои свидетельские показания, РДР, ВожДР. Мы тут сидим вот это вот по атому, по молекулам собираем скудную информацию.
Вот, это же не нам нужно, да, это всем нужно, и вам, и вашим детям, и вашим внукам. Ну, опять, что уже? 4 года. Сколько можно уже? Хадис, шинслир, мадушу, масу. Meg что так, баркал дебрейсил, бисте я говорил, да чувство так, без толитвы, кевеш. Адикел. Машу. Секретные, открытые источники, YouTube, Facebook, Массана, они раскиданы по всей этой миллиардных этих сайтах, тысячами, сколько этих сайтов. Просто надо искать, ковырять, натыкаться. Было бы намного легче просто. Пришли бы люди и сказали, этига, душун документ, этига, тагушун, этига, гардушун, этига, гардушун. Все. Собрали, все выяснили, поняли, доказали России, что Россия там это провела диверсионную работу по исламизации, по изменению национальной борьбы, вот этот за халифат, джихад и так далее. Всему миру доказать, и все нормально, короче, там, сбросили бы этот ярлык терроризма с нашего народа и так далее. Мы сейчас отряхнемся, сдохнем, там черви нас сидят, а что там детям, внукам? Внуки ваши спросят, допустим, завтра, когда там какая-то проблема с этим возникнет, и да, садится, ух ты, а у тебя дедушка подойдет к тебе, ты будешь АСС, где-то там деменции, да, скажешь, что вы нам все это дерьмо нам оставили на наши плечи, сейчас как нам это разгребать? Почему тогда вы же могли просто взять, короче, собраться и разрулить эту ситуацию? Это же можно было так просто сделать. Почему вы не сделали? Хватит, потому что ваши потомки будут вам тыкать. Вы же внукам это оставляете, это все. И все это дерьмо на них сваливаете, потом им это разруливать. А им будет вообще это тяжело делать. Это вообще невозможно будет это преодолеть. Пока вот свидетели последние из Магикан, вот эти последние живые, вот еще 20 лет все эти свидетели, ветераны сдохнут. Надежды твои, да они эти, не оставляйте это своим детям, внукам, не оставляйте. Это бесполезно. Деньги то будет Россия давать, которые они взяли очень большую сумму. Человек в знак солидарности. Джохари Сарч Халадохш. Первое ловим. Да, думаю, что хуй челлендж olsun, челлендж açtı olsun. Flashmob olsun. Флешмобы. Флешмоб без остановки, наверное, еще Масара. Да, по возможности Масара. Единомышленник, шпац, хотя бы временно, Масара и Халат, хватит в знак солидарности. Хотя вы обожествлять, вы повторяюсь, хузат, хунцунаца, идол вы юештать, но вот, на фоне, особо на фоне подрывной вот такой деятельности все равно нужно как бы показать, что вы солидарность проявить тоже. Символ многовековой борьбы против этой Русни за независимость нашего народа от этой империи. Впервые
за эти несколько веков дюхар марш под Кюлин, Конституция Кюлин, дюни нотаганалара ложь, вей пачаш сахиля, иля, лей эли твой сахиля. На тот момент это один из составляющих государственности и Конституции. Символ. Первый президент. Не идол, мы ему не поклоняемся. Далге штольцен, далеха, лол, онахсан, давялы. То дваш эльчос, толит, арен, сил, черно, худак, до, ара, даже раскоши, бок, для бока, глорцу, телевизор, час, 5 минут выступления. Полностью Россия. Шайл спецназ, шайл ОМОН, ара, зачистки, айтар. Интержурналистчицу, интервьюерцу, амел, раскролих, амел, дорцу, совещаниш, переговорщик, хаёрш, и сломать цавалуш, и укатать цавалуш, то еще под себя подогнать на разных условиях, хаёрш, Цахатка тоже амел дьюча, у меня появилась мысль, это не новое. После второе, после Эльката от Амасиалова на официальный цах. В 2015, 2010, 2017, так долго, что они. Что-то там 12, по-моему, да? 9. 9. Ажлиш. В 2000 году российская армия оккупировала полностью чеченскую нашу республику. В 2003 в кавычках референдум в кавычках Все исламисты состоялся. вокруг, 3 года прошло. вокруг За эти мэра 3 года Витка сколько там собираются. Что-то убийств, там жертв, похищений, перестрелок, там сопротивлений. После 2004 глава республики сами оккупанты подорвали главу республики. Потом новый глава Цункант. 2009-2010, там, возьмем круглую дату, 10-й год, Катаот Аял. 10 лет прошло. Потом, после 2010-го, только началось, как бы, за эти 10 лет сколько начальников, министров, еще плюс еще 10 лет, за 20 лет, за 25 лет, сколько министров, начальников, сколько всего поменялось, сколько людей убито, без вести пропавших, пересаженных по тюрьмам, эмигрировавших, дух-духовших. И как бы сейчас, и, опять же, в кавычках, мы все знаем, что за этой ширмой стоит, как бы регион Российской Федерации такой стабильный, идеальный, красивый, все в порядке. Но как, в каком порядке, опять же, что Халини, зданиш и фасаде внутри, что, опять же, даже Буга аж наха. 25 лет прошло, чтобы Тагана нестабильный. Не мяш даже اسمعت أوكراني لا تشمل قشطة دقي كيجي بويش كيجي ناصر حمل دقي مش دقر دين وأروات так 92-м независимость почерпнула 94-м конец Туамбела войну, 2-3 неполных года все, что было, разбомбили, стерли с лица земли. Потом 97-й год, выборы, инаугурация президента. И 99-й год опять ввод войск. Опять неполных 93 года.
за 6 лет, которых между этими 6 годами 2 войны страшные, аж почал хунца кульна бог. Просто смешно. Идут гладюши, халюч. Знаешь, это вот мысли такие не рисуны, там, это, да, ну, хэшчун, хэшкитер, хэрук, мянно. Это амадар ибрас, махадар и яндер бейво, ша, масхада, карюзин, босил пачалк, даков дикша, вега, хилчота. И масхада судить вешен, дагдохшен, югата, камел дуода, чиш, кабусил пачалк, акер даков, تيجي عدريس توشيتر كيرت على برقاك على يقين يروق أشيك حقودين باتشال خير تو كيرت تتر على دي يا يندر Şükür. بيستيجا ايلري تونغ هاي اشياء يجوزن بوتشال قد ايلري نايتم سوديا دري Вот помнишь, ты Да, сэр. привел один момент, когда после выборов Масхадов, когда выиграл, на выборах народ выбрал Масхадова, и Яндарбеев типа передал Исламскую республику полную. А там, да, на суде предъявили ему, типа, почал находен, судья, когда Яндарбеев уцуча, когда играл уцуча, Аслан уцуча, Хамбиев, Басаев, Шабаш, Мухцуча. من قاعد برمات سنتجا سوديا سوديتو تجا بريديا Ибрахим, دوالن سبار تجا تو حالا ديقني كيغت إيروق أشيك حقودن أتشال قشيك ودي بو أقوما تنا بيب أنا سيسكا لغي شوات شاتنا ميتشا وانا أيدو سما Ибрахим, Свою Абу, речь он- кажется, на инаугурации, кажется, было Ахдуйцек. Да, но где-то было это видео. на инаугурации было, да. Никак я его не могу найти, блин. Где-то я его пропустил, не сохранил. И все из вида оно исчезло. Я искал, короче. Все инаугурации просмотрел. Там я не могу в ютубах. Ну, смотри, Киитаум Душин, Давар и вот этот участник, вот это вот то, что они вот эти поправки делали в 96 году, это были как бы, как это называется, то есть план, ну это, короче, как внести надо в парламент, это еще не утвержденные поправки, но они их еще не утвердили 3 января, да, 3 февраля там должен был состояться первый босса. Но в парламенте утвердить их надо. Они до утверждения уже начали, короче, полностью, как будто бы они уже утвержденные, короче, использовать их. Ислам и вот это все, шариаты. Еще не вступили в силу Бога, как бы не утвержденные. Да. Машу. Не понял. Машу. И на евреи они это был как бы вот эти поправки мы внесем, закон, это, то есть Яндарбиев издал закон о внесении поправок в Конституцию. То есть это еще не измененная Конституция, это закон о внесении. То есть этот закон, он должен попасть в парламент, и там уже парламент внести. Видите? А парламент уже должен состояться только после Нового года заседания. А они уже начали это, короче, вовсю, короче, это как будто утвержденно использовать. А с Гойтер-Дон и Окей. Парламенту на рассмотрение закон поправ внести, да, и так. Бывает, откладывают, там месяца проходят, там полгода проходят.
в любых странах, цивилизованных странах, когда эта поправка или новый закон, когда принимается, подается в парламент, парламент одобряет его, то президенту то тоже утвердить лишь сахули, так бы то силу вступить лишь хули по закону. Ну да, они на коленках это, на одной кухне это все сделали. Вообще кухня Вахуэшин полностью, и парламент, и президент полностью все провели, короче, на бумагах это там у себя там где-то в гараже. Инсвайгер Бешвал, Болбуй, вот эта работа информационная, которой мы занимаемся, знаете, как конкретно за нами вот это все, короче, вот эти деятели наблюдают, да, в ЧГТРК, в пику нам какие-то передачи они делают, потом всякие темишую здесь начинают сразу в противовес, да, какие-то там садиться, заявления делать. Кутаевы, Закаевы, короче, вся вот эта вот такая весь вот этот политический ислам, вся вот эта вот русская, российская пропагандистская махина, включая там их детище политические исламисты, они полностью вот на нас как бы равняются. Конкретно мы здесь тон задали всем вот этой своей информационной работой, да. Как вы видите, всякие тузики, шмузики под шконкой вообще сидят. Феминистами стали, потом ломаевцы какие-то, вообще уже кто-то голубым стал, короче, да, до вот этого уровня дошли. Какая здесь суета, какой здесь кипиш, да, вот этот. И при всем при этом тут нам залетают, короче, там, у вас там 2,5 человека, вы это, короче, вы какие-то там маргиналы, не маргиналы. Как бы там ни было, конкретно тон задан уже, господа. Как бы вы там ни дергались, да, сейчас вот эти, которые тоже здесь активизировались, да, якобы борцы с исламом, тоже, короче, да, за мягкое место взяли тут. Интересно, вот такая у нас ситуация. Как бы кто не хотел, все-таки в обществе такой перелом происходит. И все-таки тон задается здесь. Как бы кто не это самое, он, если вы видели, вчера, позавчера Кутаев, который боролся с сионизмом мировым, призывал всех, короче, молодых людей, что евреи, короче, там все захватили туда-сюда. Из-за нашей деятельности мы вынудили, короче, его заползти под корягу, да, и стать защитником там евреев туда-сюда. То есть вот это то, что наше общество пытались настроить против евреев, вот эти Кутаевы и всякие мрази пропагандистские, подрусские. Вот эту тему мы даже ее поломали, да, и им теперь пришлось даже, чтобы свою гебневую вот эту вот среду, да, ее тоже дать заднюю и начинать оправдываться, там вообще переобуваться. И цунах пьечуоцук дуйго кузар, дуечтолхум, да, если кто-то еще не понимает, я не знаю, просто нужно чуть-чуть открыть глаза и пронаблюдать за этими процессами. تحت درس مسخة دون شرع صدي هند قايكان ورس За нарушение Тоғутской конституции. Масхадов поклялся, что будет соблюдать Тоғутскую конституцию. И Яндарбиев, Басаев,
и его вице-президент Арсанов, включая еще там ряд закулисных лиц, привлекли его на шариатский суд за то, что он нарушил клятву, которую дал, что будет защищать Тагут. На шариатский суд еще, да, вызвали за то, что Тагут нарушил. Нах крич башчун, он гинца крич башчун, что произошло и что происходит до сих пор. Игры ислам, то есть они начали играть в игру, вот, допустим, вот игра лоузва хуко, да, и он правила союз, и он лоузва, что победить ты хочешь, да, но ты правил и условий игры не знаешь. Вот их идут там, халлы. Если ты ислам играешь, ты должен знать этот ислам. Ты что, худол? Худуис. Там сверху один шейхуль ислам сидит и как хочет, как бильярдные шары в лузу закатывает. Каждый шар, куда ему нужно, бьет об шар, это туда, это сюда. А это не понимает, там оба не знают игры. Они его судят за то, они по шариату судят за то, что он нарушил тагутскую конституцию, которая противоречит этому шариату. То есть они с помощью шариата защищают тагут. Короче, а потом через некоторое время, когда Масхаду вводит шариатское правление, парламент, ссылаясь на шариат, отменяет якобы это шариатское правление. Вот царь Лилуштык, просто вдумайтесь, царь Лилуштык. Они сами не понимали, я же говорю, они играли в игру, сели играть в игру, которые не знают правила и условия этой игры. И запутались полный рост, они запутались по полной программе. Ну и там, конечно, за нитки дергали там. Потому что этим не объяснили условия игры, а которые условия игры знают люди, которые там сидели в тени. Они всем этим управляли. И все, вот мы теперь сидим тут и вот болтаем. цари шариатский суд яшхайна и справление шариатский яцет юкан. Схадаван цари суд яшхайна. Цухайна, шариатское правление Юмачвац. Это до полного введения полного шариатского правления. Так, царь мой, вообще цана удохшма, да, это. Он объясняет, да, что цундер. Да, от Цхайна уже введены шариатские суды. Статья 95. Она незаконная, это незаконно все было. Вообще Ахмад Кадыров, он незаконно был чиновником муфтием. Потому что по закону у нас религиозные объединения отделены от государства. И муфти, он должен молить в мечети, а в государство не имеет права лезть. Но в связи с подлогом Идигова, вот этого Яндарбиева, люди, не понимая, вот эти чиновники, там, вот это государственные деятели, не понимая, они думали, что вот это как бы изначально в Конституции были вот эти законы, и они им начинают следовать, и, соответственно, из вот этого Ахмата Кадырова становится государственный чиновник, муфти. То есть он не просто мулла, который
занимается там духовными делами, там, я не знаю. Тут сидишь им, пытаешься объяснить, представь, куда с этими пустышками, что нам делать потом? Вот что делать с этими пустышками, представь. Церц ахца, государство ирю, или кайне ирю, я царяца нах хирю я, хухир духунах. Пусть пух юг, короче, натурально. Дюйч так полностью, в смысле сбить. И хуярсайз. Шариатский, ушерива юич, введение шариатских, короче. Шиитам, там они ввели, короче. Вот эти вот чиновники, они думали, что вот это подлог там, короче, никто не знал, что это подлог, не подлог, и действовали уже вот в таком русле двигались. И Ахмад Хаджи таким образом стал чиновником. Мулиттеш Авье шел, он туда попал в государство и начал Масхаду по ушам ездить. Хузадуй Хайрба Мегун, Хузахерда Мегун. То есть ты можешь обходить Конституцию и следовать Корану и Сунне. И что эти его там ему делают, подножки ставят, а Ахмад Хаджи им, то есть он среди двух огней. И эти, короче, исламистские, короче, ему подножки делают. И тут у него сидит этот ангел на плече, который ему наускивает его, короче, давай вот так сделай, вот так сделай. Если кто-то видел этот суд, там Ахмад Хаджи полностью на коне. Самый крутой в этом суде Ахмад Хаджи. И он там тон задает. И все видят, что не Масхадов там рулит, а Ахмад Хаджи рулит. Почему? Потому что он является духовным лидером, которого все должны слушать. Хазун. Вообще Хазун. Пол маршал душу гожри. Ну душу волкш. Вашу акбарс, ты кто? Я не прерву вас, ну, хотя слушать буду. Ибрахим, муду алды. Диксу ще диксу. Шо тебе ходу. Абу случайно люшу ол шмахазесун там дuyç. Бадуиз. Дук дуйцу дом, там. Шадаги дук дуйцу дом. Бузул нахан люшак карварвон. Масана люш карварвон. На всякий случай баяса. Питан ду цахасу. Поэтому садагчу адага цен нохчалду. Сун бусул бдинца двез. Сун жуткица без. Сун керст динца диез. Сун цаа динца диез. О дунанчуа. И хую нохчу был хую машу. Это бред моюся. Нохчу вацах. Нохчал бог, мунафикал бог, душun вежди. Нохчу вацах, бусул вац бошвагуи. И уасуицу. Цадухр бусул хлвешу. Так дона нохчу хлвешу, оказывается. В 92 году Суэгдин камел дуй. Асе вахабище и шарайче царь туамбина. Хунда قارش دلبا بین و مخک دینان بق توام چوع بیلش تخن جوهر بحکه وش دعوش سرچ دوگوش دوش
Jawhar Omacabar, Jawhar General War, Российской Федерации, Цер Кверге, Цер Герза Дойш, Цер Кайлин Шойш, Цер Секретный Хумш Дойш Вол, Шия Дивизиол Швол, Генерал Джохар Дудаевич Дона, Тахан Инза, Цакир Хан Нумерцуне, и Бехкевеш, и Цахам Гуш да лица да. Можно все построить. Так же. Со нохчуа Джохар нохчуахала, Тундери, и Мабехве, Уэй Мабехди, Уэй Нагах. Темишев, Мухит, он так, Джамаль Гайдари, Дугин и Темишев его, Кокан. Ишь, засланчи еще на ногче чуя на Кавказ. На полный Кавказ, полностью Кавказом. И брат Удугов. Удугову анашеству асцунцане цу хакауденьол касакет. Иста бу шин чуя. Удуговец, сан касяк вязума. Дел да вязок, دير هوندا يكسر سعودة خلالنا خيروز عودي خلالنا ياتر نو موست بيت خلال خلوت غالاح مكر هو ميتشوريناح دروج ور كروتش تو حقيقن قيقن يشي هو زبروج حاوي انسو دعويجا حاوي انسو يوچو у очень прекрасно из полный 25 лет он сидел в тюрьме короче и хулит кой Соборди Проханов, ори Шуцани Проханов. شوتانم تاسون اسا سو دقيقتي يو خدر هون قيقن سو بوس يكور باقيت ودالا اشكور باقتي شو دمخ سون كيف قيت سو كور باقش واسو سبورتسمان وكما اسبادزودو سامبو ساورد حاجة كل سنة بيوت ستايشت الله بزانف وري ناركتوان короче جخير وچو не حيوالري туда сюда да и лабазанов вы просто опустить твар из хахдин халда цайго да это сейчас на бегш беш положение что рейтинчхан бен асун будет хабать единственный человек в Чечне которому я أحونته يسون دحلو ها حون دحل ويريات الإسونجورة واتن просто он на колени сел أسون دحلو ويريات عشيبان كجبنا الج عدوتنا ساورني أحسن كجبن شولتا خويتن ويقول وده он упал на колени все дыры свой дык объяснить. Так, кто это к нам заходил? Что там? Так, Ибраим, Гарюева, это тем, как бы, закруглить, чтобы лишний, Да, чтобы юмор там, не юмор, надо тормознуть. Да, Ерзин, я могу заново включить уже обычный свободный микрофон. Давай, перезапуск свободный. Дыхарду. Все так, хархой. Тема, короче, у нас такая. Никто не пришел. Все эти там балаболы, которые там что-то там болтают. У нас был тоже такой возможность подискутировать, показать, кто правдив, кто не правдив, кто что хочет сказать, сделать разбор такой полетов. Да, ждем следующих эфиров. Не, каждый день будем ждать терпеливо. Конструктивный, уважительный разговор будет. Никаких личностей, ничего, просто по теме, по фактам, по аргументам. Никаких личностей. Все, да, я сделал, сейчас включу.